В многофункциональных центрах Башкортостана появились бизнес-окна. 2 из них функционируют в Уфе. Теперь предпринимателям не придется ждать. Для них будут отдельные талоны и бизнес-зоны. Пилотный проект был запущен в 2016-м на базе республиканских офисов МФЦ. О нововведениях расскажет наш корреспондент. Здравствуйте. Он только что взял талон, а уже через минуту бизнесмена Константина Лукманова вызывают к окну для оказания услуг. Теперь предпринимателям не придется терять время в коридорах ожидать своей очереди. Для них в многофункциональном центре открыли специальные бизнес-офисы и бизнес-зоны. Этому нововведению Константин Лукманов рад, ведь переговоры, командировки и встречи с партнерами занимают много времени. А значит, каждая минута на вес золота. По роду своей деятельности я довольно часто посещаю МФЦ. И, естественно, стало гораздо удобнее, чем было. Есть отдельная электронная очередь, которая позволяет существенно сэкономить время. И самое главное, это стало гораздо удобнее и быстрее. Также быстро можно подать и документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Помимо этого, начинающие коммерсанты могут оставить заявку на ряд услуг, касающихся сопровождения бизнеса. И уже здесь на ресепшене мне объяснили и проконсультировали, куда можно подать документы в специальных окнах. Насколько это удобно вообще для вас? Это очень удобно, это мобильно, и я не трачу свое время. Это экономия времени в первую очередь. В Уфе бизнес-офис уже функционирует в 2 МФЦ на 50 лет СССР 30/5 и на Мостовой 8. Предприниматели также ждут в многофункциональных центрах Кумертау, Белорецка и Сибая. Основной задачей бизнес-окон является улучшение условий взаимодействия власти и бизнеса в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг. В центре «Мои документы» представители бизнеса могут быстро, качественно и в комфортных условиях оформить более 150 услуг. Всего же в многофункциональных центрах Башкортостана планируют открыть 27 бизнес-окон. Нововведения появятся в Туймазах, Ишимбае, Нефтекамске, Салавате и Стерлитамаке. Айгуль Рязяпова, Вахид Халимов, Новости Уфа.